Добрый вечер, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас! В эфире программа «Бизнес Вахта», в которой мы знакомим вас с предпринимателями нашей области. Нашим дамам априори гораздо тяжелее вести собственный бизнес, нежели мужчинам. Дом, семья, вопросы по хозяйству и так далее. Но казахстанские женщины все активнее идут в бизнес, делая неактуальным пресловутое деление на пол сильный и слабый. И героиня нашей сегодняшней передачи – главное тому доказательство. Это красивая и хрупкая женщина, мама двоих детей, знает наверняка, как преуспеть и на поприще личной жизни, и выстроить бизнес с нуля, который становится успешным. Сегодня у нас в студии директор крупного ателье Тараза Данадель Тохтыбаева Бахытгули Гимбердиевна. Добрый вечер, Бахытгули Гимбердиевна. Мы очень благодарны, что вы сегодня с нами в нашей студии. И, конечно же, первый вопрос, который интересует женщин, которые смотрят сегодня нашу передачу: почему именно швейный бизнес? То есть с чего это началось, как? Не было ли страшно начинать? То есть обычно женщины, я знаю, мать двоих очаровательных девочек, да, семейный человек, пойти в бизнес, не побояться, начать. То есть откуда возникла идея создания собственного бизнеса и почему именно швейный бизнес? Вообще все началось, наверное, с желания красиво одеваться, создавать одежду. Вначале это было себе. Шила себе платья, какие-то блузки. То есть это были, может быть, даже любительские какие-то мои изделия первоначальные, так как я училась в музыкальной школе и собиралась стать музыкантом. Даже так? Да, но именно первые мои курсы, обучающие курсы кройки шитья, я обнаружила, что именно швейное дело — это моя профессия. И я с любовью стала заниматься этим делом, именно шитьем. Ясно. Насколько я знаю, допустим, вырасти из 60 квадратных метров до 600 квадратных метров, то, что у вас на сегодня, да, есть ваше ателье. То есть кто этому поспособствовал? Может быть, вы действительно где-то у кого-то заняли денег, или, возможно, у вас была какая-то государственная поддержка, помощь. То есть как вы, не побоясь, условно говоря, решили расширить свой бизнес и именно площадь, в которой вы сегодня расположены? Сейчас, в данное время, свой пошивочный цех я могу с гордостью назвать бизнесом. Но в 2003 году, когда все это начиналось, начало было с обычных бытовых машинок, с обычной арендой небольшого помещения в 50 квадратов, где я работала 4 года. Это были переезды из одного помещения в другое помещение. И в 2007 году я, не побояв, беру большой кредит именно для женского предпринимательства, то есть льготный кредит для женского бизнеса. Целевая программа именно для поддержки женского бизнеса. Да, именно. Я благодарна фонду Дому, так как с их, можно сказать, легкой руки я приобретаю свою первую площадь, где я работаю, 63 квадрата. Я работала там 7 лет. Я закрыла этот кредит. И благодарна очень своим клиентам, потому что я всегда себе говорила, я не имею права сидеть и ютиться в этой маленькой комнате, в маленьких 3 комнатах, когда мы все, шутя на работе, говорили, у нас больше 5 клиентов собираться нельзя. То есть настолько у меня были такие даже коллективы, которые ждали нас во дворе. И было такое. И затем уже в 2013 году я осмеливаюсь, беру новый кредит, уже не в фонде Дому, обычный кредит банка второго уровня, да, и покупаю себе здание в 600 квадратов. А через какой банк, если не секрет? Фортебанк. Через Фортебанк, да? Тоже но это без государственного участия. Нет, это уже без государственного участия. А вообще в целом эти кредиты Дому, они оказывают посильную помощь, да, на ваш взгляд? На тот момент, может быть, я так до сих пор бы и не рисковала бы, может быть, так бы и сидела бы где-то в аренде, да, то есть если бы не было той поддержки. Во-первых, была поддержка в первую очередь в кредите, то есть я смогла расшириться. Второе, я приобрела, у меня был кредит из 2 линий состоял, то есть я расширила оборудование, я приобрела очень много именно производственных, специализированных машин и оборудований швейных. Все это действительно целевое назначение, я все вложила в бизнес в 2007 году еще.
Также, значит, росту именно моего производственного вот процесса, так сказать, да, я вообще благодарна фонду Дому, так как были обучения. 7 лет это были постоянные обучения, я благодарна им, они всегда приглашали лично меня, я отправляла своего коллектива всегда, каких-то швей, допустим, своих, да, мастеров, мы могли обучаться, это дает очень хорошую вообще поддержку, стимул, то есть мы были в программе. Бахыткуль Гимбердиевна, вы можете вспомнить вот свой самый сложный, возможно, или свой самый какой-то вот интересный заказ, то, что вот запомнилось вам, вашему коллективу, ну, можно сказать, на всю жизнь? То есть в каждой профессии есть, наверное, какие-то такие яркие моменты профессиональной деятельности, когда запоминаешь это и, возможно, потом передаешь и из уст в уста, рассказываешь детям, рассказываешь своим внукам, да, то есть тот момент гордости истинной вот за себя, за свою профессию, за тот результат работы, который вы проделываете. Да, у меня есть такой пример. Скорее всего, это действительно является этот пример и гордостью для моего коллектива, большим очень был опытом, очень интересным таким, даже обучающим где-то процессом, так как мы шили национальный шик, верхнюю одежду для президента нашей республики Нурсултана Абишевича Назарбаева. Это когда было? Это был 2007 год, апрель, при открытии президентского парка. В городе Тарас. В городе Тарас. Была очень интересная работа, так как эта работа шла параллельно лично мною с каким-то поиском. То есть я была в библиотеке, изучала все символы, орнаменты и так далее. Тогда я узнала, что у хана бывают другие головные уборы. То есть даже орнаменты, они все соответствуют, их нельзя на любое изделие применить. То есть есть виды орнаментов, которые применяются именно для хана. Есть виды орнаментов, которые применяются, допустим, для женщины и так далее. То есть это был такой творческий интересный процесс. Ну, то есть помимо того, что это был творческий процесс, я так понимаю, это был процесс в то же время и обучающий, и в то же время очень ответственный. То есть кто-то, вот, допустим, как-то вот вам подсказывал, ну, из аппарата президента, например. То есть были вот какие-то вот моменты, кто вашу работу корректировал, наставлял, шьешь для главы государства и приуроченное к какому-то очень важному событию, открытию, да, парка президента в нашей области, в нашем городе. И вот эту вот ответственность, этот момент вы полностью взяли на себя сами. Да, взяла на себя я и мой коллектив. И параллельно тогда нужно было шить еще головной убор для президента. То есть если мы шьем верхнюю одежду, это как бы не составляло особого для нас труда. Нам дали неделю времени, мы уложились в это время, да, сшили, и оставалось уже буквально 3 дня, и меня уже поставили перед таким вопросом, что головной убор тоже вы будете шить. И я проехалась по городу, то есть у нас специально такие мастера, в основном это мужчины, мы их называем шапочниками, то есть те, кто занимается пошивом головных уборов. Но почему-то, услышав, что их клиент президент, они сразу же все, мужчины сразу всегда как бы, чего-то там боятся, или, может быть, где-то не было такой уверенности взяться за этот заказ. Тогда себе я сама сказала: где-то кто-то, какая-то женщина или мужчина с такими же руками, с такой же головой, как у тебя, шьет же такие же головные уборы. Я сшила, и с тех пор я стала шить и головные уборы, и верхнюю одежду и так далее. Ну вот. Насколько я знаю, работать с творческими людьми очень непросто. То есть получается, и та клиентская база, с которой вы работаете на сегодня, в основном это творческие люди, это музыкальные коллективы, артисты театра. То есть шить одежду для творческих людей и при этом не иметь в себе вот этого творчества, наверное, это невозможно практически. Поэтому вот, но насколько я знаю, это непросто, это очень тяжело, потому что творческие люди, они должны иметь в какой-то момент духовный какой-то подъем такой, их надо постоянно к чему-то воодушевлять, как-то их мотивировать и так далее. То есть насколько вот в этом вопросе у вас есть сложности на сегодняшний день?
Очень интересный вопрос. На самом деле творческие люди, они настолько неординарные. Это действительно, в основном, конечно, это звезды, потому что это состоявшиеся люди, да? И такие коллективы, и моему коллективу мы тоже должны идти в ногу с ними, в ногу со временем, и тоже быть творческими. Потому что очень часто, например, я, прежде чем представить костюм, и прежде чем понять клиента, я тоже вхожу в образы, в их, слушаю музыку очень часто. То есть должна примерно представить свой заказ уже в готовом виде, под какую музыку они будут танцевать, насколько это быстрая музыка, да, насколько это платье должно быть именно такое легкое, допустим, или они входят в образ у нас. У нас так часто бывает на работе очень интересно, когда они поют, они могут танцевать, то есть в какой-то момент они нам показывают, прям целый театр у нас может быть на работе, и они уже изделия именно показывают в образе. И мы уже настолько к этому привыкли и любим вот такой творческий процесс. И я не считаю, что это так сложно. Это очень интересная работа. Насколько я знаю, даже сами изначально настрой на пошив костюмов, платьев, нарядов для танцевальных, для артистических, то есть больше для творческих людей, это тоже, наверное, определенные веяния и требования времени и нашего региона. То есть, насколько мы знаем, у нас очень много, на самом деле, вот таких творческих коллективов. Это связано с тем, что, спецификой, скажем так, нашего региона, что у нас народ очень много и часто проводит всевозможные праздничные мероприятия, то есть это все, каждый хороший момент жизни у нас как бы население такая, что его обязательно нужно поделиться с близкими, с родными, с друзьями там, и так далее, да, и, соответственно, понятно, что на сегодня это очень востребовано. А, допустим, вот в какой-то момент переквалифицироваться, то есть не перейти, скажем так, из пошива платьев, костюмов, да, для артистов, для танцевальных коллективов, допустим, перейти на очень консервативные, строгие костюмы, платья, допустим, для бизнес-леди, либо для государственных служащих. То есть насколько вот отличается и есть возможность в какой-то момент стать гибкими, и если того потребует рынок и того потребует требования, вы можете перестроиться. Это возможно, я считаю, это необходимо. Это рост. Да, действительно, вы задали очень хороший такой вопрос. Он на самом деле характеризует наш город. Это очень большая, хорошая возможность, что у нас в городе есть очень много ресторанов. Значит, нужна одежда для ресторанов, мы так называем, то есть это занавес, это тюли, это скатерти, чехлы, одежда именно для официантов и так далее. Это очень большой рынок, это большая возможность. То есть расширяя рестораны в городе, они дают в первую очередь работу для нас, для швей. То есть рестораны тоже нужно одевать. Поэтому я перестроилась в свое время. Начинала когда-то все, мой цех, мы шили только, занимались пошивом кожаных изделий. И когда на рынке не было у нас заполнено китайской кожи, турецкой кожи, кожа была в спросе, тогда мы занимались пошивом только кожи. Когда уже начались именно потребности вот в таких творческих коллективах, то есть сценическая одежда, я перешла на пошив именно работы с артистами. Пахатгуль Гимбердиевна, а вот как обстоят дела с конкуренцией? То есть, может быть, вот в частности в Жамбылской области, допустим, насколько мы знаем, очень много швейных цехов, маленьких, средних, больших и разной направленности. Да? Вот с конкуренцией сегодня дела обстоят сложно, и мне кажется, учитывая, что близ, скажем так, соседства нашей области с Киргизией, да, с той же, насколько вот сейчас вот на рынке можно конкурировать и какие есть сложности в этом вопросе? Есть сложности, но в то же время я считаю, что конкурировать сейчас можно и нужно. Это всегда есть. И это очень много зависит от клиентов, от работы с ними, от постоянной работы, от постоянного поиска. То есть это работа не одного дня, не одного года даже. С других регионов, с других городов к нам приезжают постоянно. За рубежом есть клиенты, которые верные, которые именно нравится мой почерк моего коллектива. И не имеет значения, в каком городе мы находимся, но их устраивает именно мой пошив. Сейчас вот благодаря вот соцсетям,
И мне очень приятно, когда мне звонят с других городов, они видят просто наши работы и готовы сотрудничать с нами. А рынок, он очень большой, и такой особой конкуренции я бы не сказала, что прям так сильно это сложно, то есть нет работы. Работы очень много. Сейчас, в данный момент, вообще в моем пошивочном цехе, я знаю, что многие швеи сейчас практически, можно сказать, что в Таразе именно, они работают очень даже хорошо, есть работа. Ну вот если еще раз как бы заострить внимание именно на конкуренции со стороны Киргизии, вот она на сегодня ощущается, то есть это вот конкуренция именно в каких видах одежды, возможно, или вот в каком направлении вот эта конкуренция идет? Потому что мы, допустим, я как руководитель палаты предпринимателей практически ежедневно сталкиваюсь с этим вопросом. Создан Совет деловых женщин при палате предпринимателей, где как раз-таки мы очень большой упор делаем на поддержку стартового бизнеса женщин, на поддержку и развитие вообще женского предпринимательства в нашей области. И, честно говоря, основной контингент на сегодня либо это получается сфера вот текстильной отрасли, да, либо это сфера образования. То есть по большей части это вот женщины, то, в чем сегодня они сосредоточены и то, чем они хотят и умеют заниматься. Поэтому тот момент, что вот именно конкуренция какая-то определенная, нету объемов работ, то есть у многих идут жалобы, что вот нету объемов работ, что вот нам не заказывают. Это с чем связано? Все-таки с неумением этих женщин поставить свою работу таким образом, чтобы выпускать качественную продукцию, либо все-таки действительно у нас объемов заказов очень мало, и нет такой востребованности в продукции именно вот швейной отрасли. Ну, учитывая из тех комментариев, которые вы сделали, я понимаю, объемы идут очень большие. То есть, что вы могли бы порекомендовать нашим вот женщинам-швеям, в какой части им нужно обратить внимание для того, чтобы получать заказы и, соответственно, получать доходы и, скажем так, выплачивать заработную плату своим рабочим? Вообще швейная отрасль, она такая многосторонняя, то есть есть очень много видов одежды, спецодежды, даже вот сценической одежды, да, скажем. Конечно, нужно выбрать какое-то одно направление, по которому нужно идти, расширяться, обучаться, брать придерживаться стандартов, очень много мировых стандартов, очень много наших казахстанских своих стандартов. То есть надо в этом очень быть грамотным, и только тогда ты будешь конкурентоспособен, я считаю. То есть невозможно, допустим, если женщина занимается пошивом спецодежды сегодня, а завтра она не сможет перейти на пошив штор. Это совершенно уже другая отрасль. То есть есть там свои какие-то законы, есть свои правила, есть свои новинки, свои тенденции. Это сейчас настолько все идет очень быстро, все развивается, и всегда нужно идти в ногу со временем. Поэтому я считаю, просто нужно выбрать себе одно хорошее направление, найти, где действительно ей нравится этим. Допустим, если она шьет спецодежду, то очень большие объемы есть по спецодежде. Да, конечно, где-то Киргизия, можно и конкурировать с ней. Это только ценовая политика. Все-таки по цене у них продукция идет намного ниже, ниже. Бахытгуль Эгембердиевна, я знаю, мы с вами тесно работаем в рамках Совета деловых женщин Палаты предпринимателей. Вы активный член рабочей группы, да, этого совета, и на сегодняшний день советом проделана определенная работа. То есть я не хочу сказать, что вот большая работа проделана или не очень большая, но факт в том, что определенная работа проделана. Есть имя, есть определенная уже на сегодняшний день узнаваемость, есть авторитет этого совета, поскольку совет больше ориентируется на сельских женщин. То есть мы пытаемся помочь преодолеть сельским женщинам вот этот ментальный барьер, когда женщина помимо своего домашнего очага, домашнего хозяйства может и должна вносить свой весомый вклад в развитие общества в целом. Понятно, что Совет на сегодняшний день, вот уже в течение года, активно над этим работает. Вот вы можете рассказать немножко о работе Совета, что было проделано,
что планируется сделать, ну, как бы подвести определенный срез, наверное, вот того года работы, который вы в рамках этого совета работаете? Да, Совет деловых женщин при Национальной палате нашей области был основан 21 марта 2015 года. Мы работаем чуть больше года. На самом деле, как вы сказали, в него входят 46 женщин. Это женщины-предприниматели и не предприниматели, но те женщины, которые придерживаются активной жизненной позиции, которые неравнодушны вообще к жизни города, к жизни женщин именно, которые готовы помочь где-то советом, где-то своим примером, где-то своим участием, может быть, даже. Это такие женщины, которые действительно имеют такую активную женскую позицию. За год работы в Совете деловых женщин я вхожу в рабочую группу. Мы проделали в 10 районах нашей области. У нас были поездки именно по регионам в течение года. В некоторые районы мы ездили по 2 раза уже за год, некоторые 3 раза и так далее. И мне запомнились очень много вот таких вот контактов, диалогов. Женщины очень многие сейчас готовы работать, у них есть желание. Меня это очень даже саму мотивировало. По идее, мы ездили их мотивировать, чем-то помочь, да, действительно где-то примером. Меня всегда очень задевают вот такие примеры, такие, когда вот, скажем, вот в Жуалынском районе была одна женщина, ей 63 года, и она у себя на окне дома выращивает мандарины. Вы представляете, это же действительно был пример. Это даже где-то, может быть, даже вообще такая инновационная какая-то, да, но ей, несмотря на возраст, на такой, вот она с удовольствием занимается этим делом. Она выращивает их для себя или для продажи? Нет, она выращивала для себя, но теперь она поставила такую цель, хочет сделать из этого бизнес, теплицу, и она подошла с таким вопросом. Работа по районам. У нас вообще, ну, как бы результатом всегда таких поездок, да, в данное время, вот на данный период у нас была такая тестовая площадка, которая прошла 30 апреля вот этого года, уходящего года, и где была возможность именно для женщин сельской местности, для начинающих предпринимателей показать свои работы, свои услуги. Вы знаете, с удовольствием все откликались. И если мы, допустим, рассчитывали на 3, там, на 2, на 4 с региона, да, с одного, допустим, с одного района, а у нас было желающих и по 6, и по 8, они приезжали. Пускай они привозили свой курт, кто-то привез даже своих кроликов, кто-то привез свои, допустим, там были войлочные изделия, да. Но это была действительно такая вот выставка, где мы показали им возможность заявить о себе и проявить себя. И где-то это действительно их старт, я считаю. И также мне запомнился, это был лично мой такой пример. Он для меня, конечно, сейчас таким даже, можно сказать, что это гордость. Я пригласила для участия на этой тестовой площадке одну женщину, которая дома у себя на дому шьет обычные национальные курпешки, мы их называем, да, курпе, то есть занимается пошивом именно национальных подушек и так далее. Но со своим таким интересным, неординарным подходом, очень интересными, стилизованными какими-то этими орнаментами, именно в абстракции она работает. Она получила предложение выставиться на Экспо в 2017. Ну вот, видите, то есть это получается положительный опыт, когда сельская женщина, в принципе, наверное, ничего не подозревающая и не имеющая каких-то больших амбиций, чтобы выйти вот на какой-то республиканский уровень, она получила возможность участвовать в Экспо и выставить свою продукцию уже там. Да, это замечательно. Ну и я считаю, что результатом той тестовой площадки, которую организовали мы в конце апреля, это будет... Сейчас, значит, все идет к организации Тарастор, это универмаг, где зарегистрировавшиеся именно предприниматели, которые могут показать, у которых есть уже продукция или свои услуги, они могут выставляться, и они будут в списке именно производителей, я так понимаю, да, то есть это не просто, а такие клиенты, обычные клиенты, у них есть возможность видеть их по разным городам.
Это очень большое сотрудничество. То есть между собой мы можем, например, если это в легкой промышленности, мы можем приобретать где-то войлок, где-то ткань, где-то у кого-то фурнитура. Например, я рассказываю именно про текстильную промышленность. Это вот, допустим, у нас. То есть будет хороший обмен именно, где-то опытом даже обмен, где-то продукцией, где-то именно фурнитурой. То есть вот такой вот обмен. Бахытгуль Эгембердиевна, вообще, наверное, такой очень важный вопрос, который сегодня волнует, да, не только женскую половину предпринимателей, вообще в целом предпринимателей. Видите ли вы перспективу развития текстильной отрасли именно в Жамбылской области? Потому что, насколько я знаю, в советский период, да, статистические данные говорят об этом, что Жамбылская область, она действительно была, скажем так, эпицентром развития именно текстильной, легкой промышленности, да, и практически снабжала, скажем так, всю республику, и даже в советский период и другие республики Советского Союза. И, конечно же, вот за эти годы тот, наверное, спад, который произошел, он, скажем так, очень болезненно воспринимается именно вот представителями легкой промышленности в нашей области. Допустим, если в 2015 году в целом по всему Казахстану наблюдалась такая вот стабильность и даже был небольшой рост на 3,4% именно текстильной промышленности в Казахстане, то в Жамбылской области, к сожалению, в 2015 году опять-таки был на 40% было снижение показателей этой отрасли. В основном, конечно, это связано с тем, что у нас Таразкожобувь, да, крупная фабрика, простаивала, и, соответственно, Пош тоже не работал вот в полном объеме, как должен был работать. Есть ли вообще перспектива, на ваш взгляд, развития текстильной отрасли в нашей Жамбылской области? Что для этого нужно сделать? То есть, может быть, со стороны государственных органов нужна какая-то поддержка, может быть, со стороны палаты предпринимателей нужна поддержка, может быть, сами наши предприниматели, представители этой отрасли должны как-то вот объединиться, я не знаю, создать, может быть, какую-то кооперацию и, условно говоря, выйти с каким-то единым брендом на рынок. То есть что нужно сделать и есть ли вообще в этом смысл, необходимость? Да. Да, история говорит, древняя история даже говорит о том, что именно Тараз, он находился на шелковом пути и был действительно источником, скажем так, вот, тканей, шелка, вообще красивых изделий. А сейчас, в советское время действительно у нас в нашем городе было очень много фабрик. Я сама начинала работать со швейной фабрики работу. То есть первый мой именно трудовой коллектив был и на швейной фабрике на Таразской. Сейчас, конечно же, действительность такова, что вот, как вы сказали, статистика — это действительно реальность. Я знаю и чувствую, что есть такой спад, но так как нас сейчас в данное время поддерживает даже сам президент, он же сам сказал о том, что легкая промышленность в Казахстане спит, ее надо разбудить, ее необходимо разбудить. Потому что вообще швейная отрасль... И он помимо этого еще своим личным примером даже показал, да, что необходимо поддерживать отечественного товаропроизводителя, и он своим личным примером поменял, скажем так, производителя своего, да, костюма делового, рабочего костюма, в котором он поменялся, итальянское на, насколько я знаю, на Южно-Казахстанскую область производителя, фирма Алтнадам. Вот. И вот как раз-таки, наверное, та поддержка, которая сегодня есть со стороны, да, Елбасы, она, наверное, должна дать определенный стимул именно в умы наших, скажем так, граждан, наших вот сегодня телезрителей о том, что необходимо все-таки быть патриотами своей страны, быть патриотами своей области и, конечно же, отдавать предпочтение, несмотря ни на что,
несмотря, может быть, да, сегодня качество, скажем так, нашей одежды, да, она будет, ну, не на высшем уровне, поскольку все равно всему нужно время, чтобы встать на ноги, чтобы понять, чтобы где-то обучиться, пройти определенные навыки и так далее. И я думаю, что в любом случае мы должны поддерживать нашего отечественного товаропроизводителя. То есть здесь, вот, как вы говорите, перспектива, она есть. Есть. Я считаю, она есть. И самое главное, что надо начинать именно с колледжей. Это нужно, в первую очередь, нам нужна база именно работников. То есть для того, чтобы... То есть кадровый голод кадровый, на сегодня, конечно, на этом очень рынке он есть, да? Он есть. В первую очередь это кадры. То есть у нас идет спад. У нас сейчас практически не готовят хороших мастеров. Есть колледжи, где, наоборот, сокращают уже эту специальность. Это неправильно, я считаю. Почему? Потому что пока есть человечество, мы будем нуждаться в одежде, мы будем нуждаться в легкой промышленности, в текстильной. То есть нам всегда нужна одежда. Ее нужно создавать. И на примере президента, если сейчас каждый будет иметь такой вот именно какой-то патриотический такой, да, подход к этому, мы действительно будем носить одежду от наших казахстанских производителей, каждый начнет, то, конечно, это будет и именно необходимость в нашей работе. Нужно просто всем объединяться, на самом деле, просыпаться. И немного нужно, я считаю, что поддержка нужна более социальная. То есть у швей, у нас, например, они не могут встать на очередь. То есть нет сейчас фабрик, как раньше. Это же все идет частным. Допустим, если у меня пошивочный цех, это частного плана, да, и он просто мой наемный работник, это швея, допустим. Я на общих основаниях плачу все налоги и так далее. То есть нет каких-то льгот у нее. Она не может пойти встать на очередь для получения квартиры, допустим. Да? Вот эту сторону тоже, социальную сторону нужно рассматривать. И тогда я считаю, что будут и кадры. Ну вот даже, допустим, серьезный шаг в поддержку именно легкой промышленности, наверное, был сделан совершенно недавно приказом министра образования касательно именно единой, скажем так, школьной формы. Да? То есть не то, чтобы в этом направлении было сделано, да, есть определенные сейчас требования к школьной форме, чтобы она была единого какого-то формата, чтобы было не более 3 цветов, то есть там, где вот расписаны именно требования по материалу, который, по ткани, которому должна соответствовать, да, хорошая школьная форма и так далее, и так далее. Но мы, допустим, как Палата предпринимателей в Жамбылской области сделали сейчас серьезный шаг именно при поддержке Совета деловых женщин о том, что собрали, получается, директоров школ, собрали родительские комитеты и объяснили, что у нас сегодня легкая промышленность, именно вот текстильная отрасль нуждается в поддержке. И может быть, вот почему бы нам в Джамбульской области не произвести такой фурор и сделать первый шаг по республике, когда вся школьная форма и для девочек, и для мальчиков, младший класс и старший классы будет шита именно нашими местными швейными цехами, швеями. То есть мы нашли очень большую поддержку со стороны, скажем так, директоров школ и родительских комитетов. Честно говоря, мы были очень этому рады. И то есть на сегодня первый шаг сделан, но теперь уже есть определенный страх. Смогут ли наши швеи, вот те, кто есть сегодня в городе, и те, кто на сегодня есть в сельской местности, смогут ли они осилить такие объемы, не подвести, условно говоря, вот наши школьные учреждения, чтобы не получилось так, что вовремя не сшили или не того качества поставили, либо цена там в разы выше, чем они бы могли бы приобрести на рынке. То есть очень много вот таких вот нюансов, узких мест, когда действительно хочешь поддержать, но при этом есть определенные переживания. То есть вот на ваш взгляд, вы, допустим, как опытный предприниматель в этой сфере, определенного рода вот мастер-классы, то вот что необходимо провести для обучения менее опытных, скажем так, швей, вот готовы ли опытные предприниматели поделиться
своими навыками, своим умением, или опять-таки здесь будет присутствовать такой принцип конкуренции, что вот зачем мне создавать, условно говоря, и обучать тех, кто завтра может стать для меня же потенциальным конкурентом. Вообще, конечно, это очень серьезный и большой проект, я считаю, потому что 65 тысяч объем — это очень огромное вообще действительно и количество, это огромная ответственность. Поэтому к этому проекту я считаю, что нужно подойти более так официально, то есть нужно время, нужно сделать это все с определенными требованиями именно стандартов, то есть это нужно все выдержать со сроками, нужен конкурс, нужно провести это все на конкурсной основе. Пусть нас будет 20 таких цехов, да, в городе, 15 и так далее. Мы можем сами выставиться, каждый из свое изделие, ну, на суд как бы зрителей наших, именно клиентов, вот, родителей, так сказать, учителей, те же учителя, которые будут видеть своих учеников, да, в этой форме. В первую очередь нужно, значит, сделать, естественно, это все, конечно же, на конкурсной основе. Ну и со стороны поддержки, я считаю, например, если это, допустим, начинает обычная швея, у которой там, допустим, 5 швей и небольшой такой цех, еще не вполне оборудован, допустим, да, у нее всего там прямострочные 5 машинок, допустим, и 2 верлака, конечно, она не потянет в 1000 комплектов, допустим, школьную форму. Это все нужно настолько правильно в процентном соотношении поделить работу. И также нужно помочь, я считаю, что с оборудованием. То есть очень много есть специализированных, вспомогательных новинок, которые необходимы. Вот даже услышав об этой единой форме, у меня тоже есть очень много идей, и даже если я это буду заниматься этим пошивом, да, именно школьной формы, то я бы хотела приобрести для себя вспомогательные машинки. То есть даже то оборудование, которое есть у вас, вы сегодня переживаете, что оно может не соответствовать тем требованиям, которые это есть, совершенно другая, да, это другие, это отстрочка, это вспушка и так далее. То есть именно деловой костюм, он немножко другие требования у него есть, нежели, допустим, это пошив штор и так далее. То есть есть такие нюансы, которые нужно это все обсудить. Действительно, нам всем нужно сейчас объединиться именно вот по отрасли, по нашей. Я считаю, что это очень серьезный, хороший, большой проект. Ну, объединиться возможно. Возможно, то есть конечно, объединиться под одной эгидой, под одним где-то, возможно, даже брендом Made in Жамбыл или Made in Тарас. Вообще возможно это сделать, на ваш взгляд. Более опытные вы, например, в частности, готовы делиться своим опытом и не будете... Провести мастер-классы без... Конечно, это даже это и нужно, это интересно. И по оснащенности каждого цеха нужно делить тогда объемы и работу. То есть если кто-то, допустим, сложный именно костюм, верхняя одежда, да, пиджак, он непосредственно идет из многих операций. Это самые сложные изделия именно в комплекте. Жилетка, она более проще. Может быть, жилетку кто-то будет в луговом отшивать, например, именно жилетки. То есть то, что попроще, будет, дать тем, у кого менее опыт. Да, зато она будет сериями, партиями все это отшивать. Кто-то возьмет именно брючный, допустим, цех, они будут только отшивать брюки мужские, женские и так далее. Вот таким вот планом это можно будет все, конечно же. Правильно вы говорите, что это действительно большая серьезная работа предстоит, и самое интересное, что времени уже очень мало, учитывая, что у нас уже сентябрь на носу, и, естественно, наши детки должны быть к сентябрю все одеты, обуты и готовы получать новые знания. Да? Вот. Спасибо большое, Бахытгуль Эгембердиевна. Я думаю, что, наверное, последний вопрос, который интересует наших зрителей, может быть, он будет немножко таким неожиданным. Как вы, вот, как женщина, успеваете и дома, и на работе? Как вы боретесь со стрессом? Как вы боретесь с беспокойством? Что вы для этого делаете? То есть вот хотелось бы, наверное, знать. И, конечно же, рекомендации нашим вот молодым женщинам, не очень молодым вообще женщинам, заниматься бизнесом, открывать свой бизнес. Насколько вот вы советуете это делать и нужно ли сейчас это женщинам, либо
они все-таки, учитывая множество проблем, которые существуют в бизнесе, все-таки им может быть как-то вот поберечь свои нервы, скажем так, и не пытаться стать бизнес-вумен вот в нашей области. Вот хотелось бы ваши вот рекомендации как опытного предпринимателя с 20-летним стажем. Ну, ритм жизни на самом деле сейчас у нас, я считаю, и у предпринимателей, и у обычных людей, он настолько загруженный, перегруженный. Действительно, мы все не защищены от стрессов. А сама работа, вообще всегда поиск, он всегда сопутствует, всегда со стрессами и так далее. Я также являюсь действительно мамой, которая вырастила практически своих девочек и своих детей, можно сказать, у себя в цеху. Мы всем цехам всегда делали домашние задания, писали сочинения, всегда получали отличные оценки и так далее. То есть это действительно всегда в женщине просто возложена миссия быть мамой, быть женой, быть подругой, быть дочерью, и при этом еще быть успешным там, предпринимателем и так далее. Я считаю, что каждая женщина просто должна заниматься любимым делом, которым ей нравится это. Пусть она будет стилистом, пусть она будет парикмахером, я не знаю, или стоматологом. Но главное, чтобы она любила это дело, которым она занимается. И, конечно же, не бояться. А стрессы, они всегда и везде, наверное, есть и будут, я думаю. Вы как снимаете стресс? Мне помогает, конечно же, мне помогает моя семья, мои дети. Я отдыхаю. Сейчас просто в данное время они не находятся со мной в городе, то есть они являются студентами, но где-то просто поговорить с ними, пообщаться, это, конечно же, для меня очень дорогого стоит. И те приезды их в Казахстан, вообще лето, мы всегда живем этими всеми воспоминаниями и так далее. И параллельно они также. Они тоже мне звонят и говорят: мама, у меня вот вчера был экзамен, был такой стресс, но я посмотрела наши иссыкульские фотографии и так отдохнула. То есть, конечно же, лечит семья. Ясно. Планы на будущее. То есть насколько, что вы хотите, чем вы будете заниматься следующий год, 5 лет, возможно, 10 лет, то есть вот насколько вы хотите вырасти и куда, в каком направлении вы движетесь? Сейчас, да, у меня есть определенные планы. Я создаю и работаю именно сейчас над производством своего собственного бренда. Расширяюсь, это у меня происходит постоянно. Сейчас мы в работе очень такого серьезного оборудования, это лазерная техника лазерного ажура. На это у меня ушло практически полгода времени на запуск. Мы, конечно, все в этом творческом приятном процессе, весь коллектив и мои клиенты. Это, конечно же, красиво, быстро очень. Самое главное, что любую мечту можно реализовать с этим аппаратом, с этим оборудованием. Оно очень больших габаритов, то есть это не под силу одному человеку, это действительно работа большого коллектива. Но для меня этот процесс уже проделан, эта работа уже налажена. Вот сейчас я работаю над расширением все-таки на производственной линии. Мне кажется, у нас был такой конструктивный, такой душевный, хороший разговор. И самая главная цель нашей передачи вот «Бизнес Уахты» — это показать истинное лицо нашего предпринимателя Жамбылской области. Спасибо большое за очень интересную, содержательную беседу. Ну а нашему зрителю напоминаем, что сегодня в программе «Бизнес Уахты» была директор крупного ателье Тараза Данадель Тохтыбаева Бахытгули Гимбердиевна. Смотрите нас на следующей неделе.